Ирбайхан Адельханович Бейбулатов родился в 1912 году в селении Осман-Юрт в семье чеченца-крестьянина. В 1935 году окончил Грозненское педагогическое училище и возвратился в родное село. Работал директором школы. В 1941 году ушел на фронт. Бои на Северном Кавказе, на территории Ростовской области. 690-й стрелковый полк после утомительного марша занял оборону под Зимовниками. После короткого отдыха Ирбайхан под покровом ночи со своим пулеметным взводом полз вперед к позиции врага. Солдаты вслед за саперами на руках катили «Максимы». Волоком тащили патронные ящики, рвали проволочные заграждения, чтобы с рассветом двинуться вперед и уничтожить врага. Где-то сзади загремел залп «Катюш». Заработали мощные артиллерийские батареи. Передний край гитлеровцев заволокло разрывами снарядов и мин. Под прикрытием артиллерии батальоны полка бросились вперед. Однако фашисты пришли в себя после неожиданного удара. Заговорила их артиллерия. Снаряды с треском рвались в рядах атакующих, кромсая человеческие тела, срезая осколками поблекшую траву. Зыбко дрожала земля. Ирбайхан в разорванной гимнастерке с автоматом наперевес бежал впереди своего пулеметного взвода. Вместе с комиссаром он прыгнул в траншею. Огромный, с огненно-красной шевелюрой гитлеровец бросился со штыком на комиссара. Ирбайхан сделал прыжок. В воздухе блеснул кинжал. Комиссар подошел, обнял пулеметчика и сказал: «Спасибо, земляк, если бы не ты». Высота была взята. Бойцы готовились к отражению контратаки. Взвод Ирбайхана по-хозяйски устраивал площадки для «Максимов», ниши для коробок с пулеметными лентами. Жестокие бои между Волгой и Доном. Взвод пулеметчиков лейтенанта Бейбулатова занимал оборону в районе станции Рычковской. Он в бинокль увидел 2 танка, идущих от станции Чир. Где танки, там и пехота, решил он, и начал готовить к бою свое подразделение. В низине появились танки, ударили тяжелые пулеметы. Начался бой. Ирбайхан подбежал к пулемету, и огненная струя начала размеренно выплевывать смерть в зеленые мундиры фашистов, бегущих за танками. В небо взметнулись громадные столбы огня. Горели танки. Рассыпались вражьи цепи. Ирбайхан косил и косил их из пулемета. Зажатый в огненное кольцо враг яростно сопротивлялся, бросаясь в контратаки. За короткий зимний день батальон отбивал 10-ю контратаку. От пулемета к пулемету перебегал командир роты Бейбулатов, помогая своим солдатам точно вести огонь, подбадривая дружеским словом, улыбкой. На правом фланге просочилась группа гитлеровцев. Еще миг, и тысячи их могут вырваться из окружения. Ирбайхан схватил пулемет, сменил огневую позицию, и струи свинца завалили вражьими телами проход. Противник откатился назад. «Ура!» — вскочил Ирбайхан. «Наша берет! Смерть фашистам!» Вдруг что-то ударило его в грудь. Далекий Осман-Юрт, командование части направило Есимат Бейбулатовой письмо о геройской смерти ее сына. Но в госпитале он выжил. «От того боя, кроме раны, остался мне на всю жизнь орден Красной Звезды, а с врагом мы еще повоюем», — писал он матери. Ирбайхан Бейбулатов вновь вернулся на фронт, в родной полк, который воевал на Украине. Его часть вела бои за Мелитополь в Запорожской области. Командир соединения генерал Казарцев поздравил Ирбайхана с должностью командира 1-го стрелкового батальона и присвоением звания старшего лейтенанта. По приказу командира соединения Ирбайхан создал штурмовые группы, которые завязали в городе Мелитополе уличные бои. Вот уже 5 суток шла битва за каждый дом, подвал, за каждый этаж. 19 атак танков и пехоты отбили бейбулатовцы. Их огнем были уничтожены более 1000 гитлеровцев и 7 танков. И всегда там, где трудно, где враги усиливали отпор наступающим, впереди штурмовых групп вырастала знакомая и родная для бойцов фигура командира батальона. Мелитополь был взят, но Ирбайхан в боях за него погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года Бейбулатову присвоено звание Героя Советского Союза.